Здравствуйте, с вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Жилмин. Состоялась итоговая за этот год пресс-конференция Евгения Григорьева, главы городского округа город Якутск. Пресс-конференция проходила в спортивной школе номер 5 города Якутска, где еще не закончился ремонт. Евгений Николаевич рассказал об успехах городского округа город Якутск, о выполнении всех федеральных программ, насколько успешно они выполняются, о показателях, которые сравниваются с другими городами России, особенно Дальнего Востока. Журналисты, приглашенные на пресс-конференцию, задавали свои вопросы. От инфраструктурного сбора, который якобы уже принят, так был задан вопрос, что будет построено, также о транспортной реформе, которая до сих пор идет. И здесь выяснилось, что проезд в городских маршрутных автобусах достигнет 58 рублей. Поэтому сегодня точное понимание есть, что за наличный расчет будет увеличение стоимости проезда до 58 рублей. 58 рублей с 1 января. Столица Якутии действительно очень быстро, динамично развивается. Но одно из направлений – это развитие садоводства в городе Якутске, к сожалению, стоит на одном месте. Поэтому я задал вопрос главе городского округа город Якутск. Межевые планы получило 32 садоводческих команд, то сейчас всего 6. Вопрос, почему проекты планировки межевания территории по СОТ Ленские Зори, 16 километров Вилюйский тракт, так понимаю? Это не только Ленские Зори, это связано с тем, что не принимает. Подождите, здесь давайте мух от котлет отделим. Вот самая большая проблема по городу, которая стоит, и она не только на контроле всех и вся, это 16 километр Вилюйского тракта. Вилюйский тракт, СНТ Вилюйского тракта. Объединены в Ленские Зори и появились дублеры. Одни и те же СНТ с одинаковыми названиями, несколько людей, претендующих на один земельный участок. Это же не так, там несколько СНТ с разными названиями, и уже выиграны дела. Евгений Николаевич сразу обратил внимание, что речь идет о кооперативе «Ленские Зори». Там действительно объединились несколько СНТ в одно. Евгений Николаевич прекрасно знает, что он сам лично подписал протокол согласования 17 сентября 2020 года. С 2020 года, когда был принят протокол, проект межевания и планировки территорий Ленские Зори не были приняты. Сейчас они прошли все согласования, осталась подпись только главы городского округа город Якутск. Вы задали вопрос, я вам фактами отвечаю, возбужденные уголовные дела есть. И пока уголовное дело точку не поставит, гражданско-правового характера спора разрулить нельзя. Как можно кому-то выдать, вам или вам, когда вы оба заявляете, что это мой земельный участок? В том числе потому, что неправильно были утверждены до этого документы первоотводные. Поэтому здесь нужно стремиться не за количеством утвержденных документов, а за справедливостью и правдой. Вот такой подход у нас сейчас. Сразу скажу, уголовного дела по Ленским Зорям нет, дублеры есть, но дело в том, что уже какой раз Ленские Зори выигрывают суды, потому что данные дублеры, СНТ, которые претендуют на эту же землю, липа. Евгений Николаевич забыл о федеральном законе, когда в дела садоводческих товариществ и объединений вмешиваться исполнительной власти нельзя. Тем более, что все документы на данное товарищество, точнее кооператив Ленские Зори, все готовы. Там осталось подписать. Позицию главы городского округа город Якутск я не понимаю, потому что он сам подписал протокол согласования еще 5 лет назад. А теперь он не желает, потому что у него есть обязанности, а право подождет. Смотрите, вот СНТ это бесплатная земля раздается. Сегодня по городу Якутску 8 тысяч человек стоят в очереди за земельным участком как многодетные.
У меня совесть не позволяет сейчас отдавать СНТ земельные участки, нужно отдавать многодетным, кому по закону положено, и участникам специальной военной операции. Поэтому мы за пятилетку раздали столько, сколько раньше не раздавалось по многодеткам и по СВО. Поэтому вот, СНТ пока, вопрос не в СНТ, вопрос реализовать в обязанность. Вот СНТ это право отдать землю, а отдать землю многодетным и дать землю участникам специальной военной операции это обязанность. Поэтому по справедливости надо сначала выполнять свои обязанности, а потом, если хватит сил и мощности, уже смотреть направо. Действительно, сейчас выдаются земли участникам СВО и многодетным семьям. Но, к сожалению, там никакой инфраструктуры нет, даже подъездных путей. Хотя по закону при выдаче участков окружная администрация должна сделать подъездные пути. Евгений Николаевич забыл о том, что в это СПК «Ленские зори», то есть садоводческое товарищество, кооператив, входят пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, а также семьи участников специальной военной операции. То есть я не вижу определенных проблем, чтобы оформить земельные участки для данного садоводческого кооператива. Вот как будет развиваться садоводство в дальнейшем в Якутске, я не знаю. Хотя уже существует постановление правительства Российской Федерации от мая 2022 года о том, что надо развивать садоводство и ему помогать. На сегодняшний день этого пока нет. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев посетил квартал Звездный. Но одним из самых главных, на мой взгляд, объектов все-таки является 7-й водоузел акционерного общества «Водоканал». Все вот эти трубы, вентиляция, газопровод, отопление полностью сделано нашими службами. Объект такой хороший, тут полностью автоматизировано. Здесь раньше было озеро, мы выкачали вот это озеро полностью вынули грунт 38 тысяч кубов, забили сваи 19 метров в обсадных трубах диаметром 630, да? Все обратно засыпали сухим речным песком полностью. И вот построили вот эту коробку, построили две емкости по 2000 кубов. Значит, станция рассчитана на 24 тысячи кубов в сутки. Это почти полгорода. Заявленная мощность, конечно, полностью принадлежит РИА, который строит квартал Звездный. Но я думаю, здесь все-таки в любом случае останутся мощности. У нас данный водоузел строится в рамках договора техпресса, который мы в свое время заключили с водоканалом в рамках обеспечения полностью всей инфраструктуры данного микрорайона. Денежные средства у нас получат это федеральные и БК. То есть у нас, скажем так, здесь полное инфраструктурное меню применено, и мы его максимально освоили по большому счету. Водоканал у нас в этой части тоже очень большую работу провел, потому что то, что они подвели сюда водоузел, он обеспечивает у нас, соответственно, котельную, которая обеспечивает, опять же, теплом полностью весь микрорайон и в будущем будет обеспечивать. Также этот водоузел рассчитан с учетом того, что здесь в последующем застроится вся территория и плюс переподключится существующая. Такого партнера, как мы, наверное, найти очень сложно. Зная, что здесь национальные проекты, да, по переселению и так далее. Поэтому мы пошли вот на такой шаг, взять кредит и за счет собственных средств полностью построить вот этот объект. Нам, конечно, сегодня достаточно тяжело финансов в части, значит, оборотных средств, да, и правительство, и РИА обещают этот вопрос решить. Назначил он открытие на 22 же декабря, да? Решение на ввод мы получили 30 сентября. После этого, конечно же, были пусконаладочные работы. Вода отсюда подается уже по постоянной схеме. Любой объект надо официально открыть, чтобы какая-то дата была, что с этой даты этот объект работает полноценно. Якутский водоканал открыл новый центр обслуживания населения, где можно получить все услуги Якутского водоканала.
у нас открылся новый центр обслуживания абонентов, в котором вы можете получить полный комплекс услуг. Можете оплатить за услуги АО «Водоканал» холодное водоснабжение, водоотведение, получить консультацию юриста, заключить договор реструктуризации и также встретиться с инспекцией АО «Водоканал» для решения любых вопросов. Обязательно нужно оплачивать до 10 числа следующего за расчетным месяцем, передавать показания с 20 по 25 число любым способом, через колл-центр, через личный кабинет. Также у нас есть ящики для приема показаний. И своевременно вносить оплату. Частный сектор у нас активно подключается. Ежедневно у нас заключаются договора с частным сектором на техприсоединение, ну и на услуги холодное водоснабжение и водоотведение. Сегодня мы уже имеем свой очень такой комфортабельный для населения в первую очередь объект. Мы этот объект ремонтировали практически год, наверное. И самое удобное – это отдельный вход. Мы поинтересовались, какие существуют льготы для семей и участников специальной военной операции. Для семей участников специальной военной операции у нас льгота предоставляется по списанию пеней, приостановлению пеней начисления. Да? К семьям участника специальной военной операции относятся супруга, дети, отец, мать первой линии. Для участника самого, если не установлены приборы учета, соответственно, в квартире начисление идет по нормативу, производится перерасчет. На время, когда он пребывает на специальной военной операции. То есть он должен предоставить нам справку с военкомата, что он участник специальной военной операции, форму 3 и выписку из ИГРН. По этим документам мы делаем перерасчет. Вот только ввели изменения именно для участников специальной военной операции. А так у нас, конечно, обязательное оприборивание по программе энергоэффективности. Да? Если приборы учета не стоят в квартире, люди куда-то уезжают, приносят авиабилеты, да, это по старой памяти. Сейчас такие перерасчеты не делаются. 507-248, номер колл-центра. Через него можно передать показания с 20 по 25 число. Ну и также задать интересующий вопрос. Уважаемые абоненты, стартовала акция «Новый год без долгов». Среди физических лиц на прямых договорах на непосредственном способе управления при оплате до 30 декабря за ноябрь месяц в январе будет полностью списаны пени. Новый год без долгов.